После вознесения Иисуса Христа его ученики оставались в Иерусалиме и, следуя его обещанию, молились и ждали Духа Утешителя. На 50-й день после воскресения, в праздник Пятидесятницы, они снова находились вместе в одной комнате. И вдруг произошло чудо. С неба донесся шум, будто сильный ветер пронесся над землей. Комната наполнилась этим звуком, и над головами апостолов появились огненные языки. Это был Святой Дух. Апостолы преобразились. Некогда неученые люди, которые даже по-еврейски не умели говорить грамотно, теперь смело говорили на разных языках, так что люди из разных стран и народов могли их понять. Ученики смело вышли к толпе, что собралась на шум. Все дивились, как некогда неграмотные галилеяне смогли заговорить на разных языках чисто и правильно. Апостол Петр вышел к народу и громко сказал: «Это исполнилось пророчество. Это утешитель, которого Бог обещал. Христос жив. Он воскрес и вознесся, и теперь послал нам Духа Святаго, чтобы мы могли нести Его весть по всей земле». Слова Петра тронули сердца людей. В тот день 3000 человек приняли крещение. Так зародилась церковь. Не здание, а семья верующих, объединенных Духом Божьим. С тех пор этот день христиане празднуют как День Святой Троицы. Храмы украшают зеленью, как символом новой жизни, и вспоминают, как на землю пришел Святой Дух, объединивший верующих, воздвинув тем самым первую христианскую общину – церковь.